У нас прямой эфир, у нас в гостях Клара Сурункулова и Назгуль Турдубекова. Клара Сурункулова – общественный и политический деятель Кыргызстана. Назгуль Турдубекова – председатель общественного фонда «Лига защитников прав ребенка». Ну и я так думаю, что те зрители, которые уже присоединяются к нам, понимают, что мы будем обсуждать. Обсуждать мы будем вот этот чудовищный инцидент в Сузаке. И, к сожалению, уже не прошло буквально 3 или 4 дней, как мы снова возвращаемся к теме насилия над детьми. Мы вот на днях буквально обсуждали, разговаривали эту тему, и, к сожалению, мне придется предположить, что такие разговоры будут у нас регулярными, потому что все это происходит с какой-то чудовищной частотой. Все вот эти инциденты. И вот очередной инцидент, село Сафаровка, Сузакский район Джалалабадской области, накануне появилось это видео. Видео, снятое одной из учениц класса или учеников. На видео учительница средних классов избивает свою ученицу. Она наносит ей по лицу ощутимые удары. Видно, что это сильные удары, и потом, после этого инцидента, девочку увезли в больницу, у нее была тошнота, рвота, и, видимо, речь идет о симптомах черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга. Инцидент этот взбудоражил наше общество, в очередной раз взбудоражил. К счастью, для нас эти инциденты не оставляют никого равнодушными, и в соцсетях развернулась настоящая баталия по поводу того, кто прав в этой ситуации, кто виноват в этой ситуации. Мы эти все комментарии читаем, мы тоже участвуем в этих обсуждениях, мы видим, сколько гнева, сколько хейтинга сейчас льется на голову учительницы. И я не буду говорить, там, заслуженно, незаслуженно. Сейчас в этом вопросе разбираются и УВД Джалалабадской области, и Министерство образования разбирается в этом вопросе. Министерство образования тоже такую позицию занимает сейчас, пытается там нейтральную позицию держать. Давайте мы сейчас озвучим ваши позиции. Вот первое, что вам пришло в голову, когда вы увидели это видео и началось обсуждение этой темы. Назгуль, давайте с вас начнем. Добрый день, уважаемые телезрители, да, могу сказать. Но когда я увидела это видео, то, конечно, что мне пришло в голову? Во-первых, у меня возник вопрос, а если дипломирован ли специалист, да, этот учитель, который избивает ребенка? Потому что по ее поведению сразу считывала, что она не учитель. То есть мне казалось, что не может быть, чтобы специалист с педагогическим образованием, который добросовестно получил диплом, да, он может допускать себе такое обращение. И еще что мне пришло в голову, то, что, скорее всего, в этой школе не только она страдает от насилия, и такого поведения, оно принято, да, в этом классе, потому что дети на то, что происходило, они смотрели это, знаете, как обыденно, то есть вот такой защитной реакции у большей части детей не возникло, там только один ребенок сказал, что, может быть, уже приостановим. Но вот было видно, что это как бы уже не первый раз, да, такое отношение. Ну, конечно, я очень сильно переживала за девочку, я думала, что же с ней дальше, да, какое у нее было состояние здоровья, и есть ли в этой школе человек, который мог бы ей помочь. То есть, конечно, в эти минуты хотелось прям протянуть ей руку помощи и организовать ей помощь. И в последующем, когда я стала изучать, то действительно выяснилось, что это специалист, да, то есть она закончила, у нее есть педагогическое образование, она закончила колледж, но так я понимаю, что у нее вот такого большого опыта работы с детьми как бы нету, и, скажем, и она преподает информатику, да, она там получила образование. Да, я сразу добавлю, она
учительница начальных классов по своему образованию, то есть она училась в колледже на учительницу начальных классов, а преподает сейчас информатику и ИЗО в средних классах, так скажем. Да, То есть вот. немножко другой профиль, видимо. Другой профиль, но вот здесь меня еще удивило, знаете, что возмутило, что она взяла, она не остановилась вот здесь, в этом классе, она вызвала девочку в кабинет зауча и дальше продолжила ее избивать уже в присутствии зауча, уже в учительской. Понимаете? То есть она продолжила избивать эту девочку, никто ее не мог остановить. И в последующем уже одноклассники ее дали интервью анонимное о том, что то, что она, это не первый раз, когда она оскорбляла учеников, это постоянно происходило, но вот такого рукоприкладства вот такого масштаба, конечно, это первый раз, а в целом это, как правило, как норма была, да, на постоянной основе она так грубо себя вела с этими учениками. Поэтому здесь что, о чем можно говорить? То, что система мониторинга и контроля в целом в системе образования его не было, да, в отношении именно в этой школе, и не было создано системы внутренней и внешней системы защиты детей от насилия и жестокого обращения. У нас в правительстве принята программа, воспитательная программа «Школа без насилия» еще в 2018 году, и она очень хорошая, с хорошим индикатором, который разработал целый механизм для того, чтобы дети не стали жертвами насилия, да, такая профилактическая. Но, значит, хочу сказать, к сожалению, вот эта программа в большинстве школ нашей страны, она не внедрилась. Ну и, конечно, я хочу сказать, кроме этого, есть большая проблема, что у нас в стране уже это 4-й год пошел, 3-й год, как 3 года, как у нас страна живет без плана по защите детей от насилия и жестокого обращения. Это тоже сказывается, потому что раньше на уровне правительства такой план был, и это помогало всем министерствам и ведомствам ориентироваться и, скажем, проводить такую межведомственную координацию и профилактические мероприятия по недопущению насилия в школе. К сожалению, вот из-за различных событий эта работа до сих пор, скажем, да, зависла, застопорилась, и вот страна 3-й год уже живет без этого плана. Давайте вернемся к этому инциденту. Вот я сейчас прочитаю одну цитату. «Несправедливо односторонне клеймить учителя. Даже высшее педагогическое мастерство не исключает психоэмоционального стресса и состояния аффекта. Каждый случай требует тщательной проверки». Это цитата нашего гостя Клары Саранкуловой. Это то, что вы написали в WhatsApp. Расшифруйте свою позицию. Да, ну, я не скажу, что меня этот инцидент шокировал, потому что это не первый раз мы наблюдаем такое. И это то, что фиксируется на камеры. А представляете, сколько таких фактов, которые не зафиксированы? То есть я думаю, что во многих школах, особенно в сельской местности, оскорбление учеников, рукоприкладство, оно, может быть, даже и уже стало нормой. Если помните, был инцидент, когда педагог, и по ее возрасту видно, что у нее большой педагогический стаж, отхлестала учеников, пощечины, да, были, из-за того, что они не полили цветы, и там тоже был такой довольно острый конфликт. Поэтому и мы всегда начинаем искать виноватых. А кто виноват? Я хочу обратить ваше внимание на интервью мамы девочки. Мама девочки, она говорит: да, мы разобрались, учительница попросила прощения, приходила ко мне домой, я тоже постаралась ее понять, и мы ее простили. Но потом девочка потеряла сознание, там, когда они шли из РОВД или в РОВД, и, скорее всего, это все имело довольно-таки серьезные последствия. Да? Но при этом она говорит: меня больше всего, говорит, расстроила реакция в социальных сетях. Вот как люди разделились, и там же не только клеймят учителя, там же еще и клеймят вот эту девочку. Люди разделились надвое. Одни обвиняют учителя, другие обвиняют ученицу, но никто не задается вопросом, почему так происходит. Почему так происходит? Почему мы удивляемся, почему ученики и учителя так агрессивны, да?
А вы посмотрите, что творится с нами, со всеми, что происходит сейчас в соцсетях. Мы сами агрессивны, мы сами бьем друг ужасно друга каждый агрессивны, день, потому да, что это все, в соцсетях. конечно, это же все отражается, это все отражение, это все, я бы даже сказала, кто-то написал сегодня в Фейсбуке, что вот эта ситуация, это есть отражение нынешнего состояния нашего общества. То есть никто там даже, я не знаю, даже правосудие, даже закон, наверное, гораздо более гуманен по отношению к этому учителю, будет гораздо более гуманен, да, чем пользователи соцсетей. Там уже требуют, чтобы ей отрубили руки, чтобы там ее казнили, чтобы ее выгнали, и самый настоящий буллинг этому человеку устроили. А вот правосудие, ну, конечно, с точки зрения права, здесь вообще не может быть вообще никаких вопросов, да, то есть здесь правовая оценка однозначная. Здесь она выступает как субъект правонарушения и, возможно, как субъект преступления. Но даже правосудие обязательно будет учитывать ее психоэмоциональное состояние, обстановку, в которой эти действия были произведены, да, причины всего этого. И с учетом этого будет определена мера наказания. А мы категоричны. Мы категоричны. И вот представьте состояние этого человека. Она говорит, да, я допустила ошибку, я была не права, я приношу свои извинения, я извинилась. Но нам ведь этого недостаточно. И поэтому здесь, во-первых, нам нужно подумать о том, в каком состоянии находится наше общество и почему происходит агрессия. Происходит вот такая агрессия. И я поэтому написала, там дальше есть продолжение этого поста, и я пишу, давайте думать вместе о том, нам нужны механизмы защиты как учителя, так и ученика. Как мы будем защищать. Вот здесь вы рассказали о том, что она закончила колледж, да? Ну, скорее всего, это говорит о том, что педагогического образования недостаточно. Но вопрос весь в том, какое им дают образование. Вот мне интересно, каково оно образование. Если вам дали это образование, это еще не значит, что оно качественное и что вы его получили. Диплом вообще же сегодня ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит. Я сама 25 лет проработала в системе высшего образования. Это, конечно, не школа. В школу бы я никогда, честно сказать, не пошла бы, потому что я считаю, что это очень тяжелая и очень сложная работа. Я знаю, что я это не осилю. Но даже в системе высшего образования, я вот в связи с этой ситуацией вспомнила свои ситуации, да, когда ты преподаешь уже взрослым людям, совершеннолетним детям, но и при этом были такие ситуации, ну, конечно, до рукоприкладства не доходило, но контролировать себя становилось очень сложно. И через опыт, вот через многолетний опыт, да, через вот постоянную вот эту вот работу над собой, над своей... Никто ничему не обучал. Никто не учил меня, вот какие должны быть навыки, как нужно относиться к девиации учеников, да, как нужно разрешать конфликтные ситуации. А вот если бы все это тогда было, если бы кто-то нас собрал, сделал нам повышение квалификации, обучил этому, конечно, было бы гораздо все проще. Но приходилось через свой опыт это все преодолевать. И сейчас уже ты четко знаешь, как ты в конфликтной ситуации будешь себя вести. Но ведь прошло очень много лет, и съедено очень много, убито очень много нервов, и было очень много конфликтных ситуаций. То есть это может понять человек, который сам когда-то это все пережил, у которого есть опыт общения с учениками. У тебя сидит аудитория, ну, ладно, там 200 человек, ты читаешь лекцию, но когда у тебя сидит, например, 30 человек, да, все с разными характерами, все со своими причудами, и причем сегодня же дети абсолютно другие. Это же не мы в советской школе. То есть там была такая строжайшая система запретов, и мы эти запреты жестко соблюдали. Мы жили в тоталитарном государстве, но сегодня мы живем в свободном обществе, и у наших детей гораздо больше свободы. Поэтому современная школа, она должна под вот эти изменения подстраиваться. Но я не вижу. Я, правда, еще в эту сферу глубоко не залезала, но я уверена, что и стандарты те же, и курсы те же, и дисциплины те же, и современного педагога ничему этому не обучают. Может, Дмитрий, да, я бы хотела сказать очень коротко, Дмитрий.
что вот для того, чтобы... мы сейчас говорим, что делать, чтобы этого не допускать. Если посмотрите, за последний год у нас произошло несколько случаев насилия со стороны... был случай директор школы в Детовском районе, да, разбил нос ученику. Да. Там на юге, где-то в Карасуйском, кажется, районе тоже директор школы или учитель физкультуры тоже сломал ногу ученику, если я не ошибаюсь. Потом этот случай, есть еще другие случаи. Хочу сказать, как это можно остановить. Дело в том, что вот у Министерства образования есть прекрасная программа «Школа без насилия», которая состоит из следующих компонентов. Она отвечает международным стандартам. Во-первых, надо обучить каждого учителя, это очень элементарно, и каждого ученика, что такое права ребенка. Все, это очень элементарно. Второе, это автоматически он на порядок снижает уровень агрессии. Второе, в каждой школе должны быть созданы школьные службы примирения. Это реальная служба, которая обучает всех, как нужно проводить переговоры. Третье, это должна быть администрация школы, должна на регулярной основе проводить, это как правило, да, каждый квартал исследование, оценку, то есть анонимное анкетирование, подвергается ли он насилию со стороны старшеклассников, учителей. Это все собирается, анализируется, и в школьной команде все это, значит, решается. В данном случае, допустим, да, в большинстве школ, я хочу сказать, ни по одному вот случаю, которые до этого произошли, не был сделан такой соответствующий вывод, да, вот чтобы собрались и сказали, почему это случилось? Потому что не обучали, потому что не было мониторинга, потому что нету, значит, навыков по управлению конфликтом. То есть вот здесь видно, что у учителя высокий конфликтоген, у него высокий конфликтный потенциал, да, то есть у него очень конфликтоген, у него вот прям вот, он ярко выраженный. Поэтому то же самое у подростков, значит, он тоже, подростки в данной ситуации, все подростки, которые там наблюдали, они не знали, как себя вести. Это полностью показатель того, что эта школа ни по одному компоненту, который я перечислила, она не проходила обучение. Инструменты Министерства образования все есть. Международные организации их упаковали, обучили. Вот наша организация только 40 тысяч детей обучила, передали все эти программы при поддержке ЮНИСЕФ. Но, к сожалению, видите, вот, чтобы это внедрять в каждую школу, это надо прям садиться и работать же. Вот. И в Министерстве образования, считаю, должна быть создана целая структура, которая будет заниматься вот как раз-таки этим вопросом, предупреждением, профилактикой насилия в школах. Хотя процесс должен быть непрерывный, постоянный. В таких случаях мы можем сохранить лицо и учителя, и защитить права ребенка. Вы говорите потрясающие вещи, и вот эти инструменты, это все очень здорово. Но да, я тоже хочу подчеркнуть, что это нужно садиться и в каждой школе вашими руками желательно, да, вашими руками на сгуле это все внедрять в каждой отдельно взятой школе. А у нас количество учеников в Кыргызстане, я думаю, под 1 миллион в целом, да, и огромное количество школ, и огромное количество учителей. 900 с чем-то тысяч. Да, ну под 1 миллион получается. Это же огромно, это же 6-я часть населения. Это дети, которые, вот вы говорите, там 3 случая или несколько случаев выявлено в этом году. Насилие над детьми. Но ведь это же каждый день происходит. Я же не ошибаюсь в школах. Просто это то, о чем мы знаем. Вот этот случай. Уровень, но опять тоже смотря где. Вот, допустим, в Иссык-Кульской области, вот просто очень короткий пример, да, в Иссык-Кульской области ситуацию по контролю, по предупреждению школьного рэкета насилия взял на себя ответственность большую вот начальник УВД Иссык-Кульской области. И вот в течение года он организовал массовые, знаете, массовые культурные мероприятия, не только вот просто поучать, а культурные мероприятия. Он организовал молодежный театр из Бишкека, и вот каждую неделю в каждой практически школе он организовал, значит, спектакли, на которые, скажем, содержали в себе сцены по предупреждению насилия. И то есть через эмоциональный... Отлично. Вот смотрите, вот что мы видим. Это отличный пример. Мы видим, что этим вопросом, решением этой проблемы занимается не министр образования, не Министерство образования, а начальник УВД. Это он молодец, но... Так у него в мандате профилактика правонарушения. Угу. Давайте посмотрим обсудим позицию министра образования и науки. Вот я сейчас процитирую его слова, то, что он сказал сегодня по этому инциденту. Агентство 24 KG.
Такие инциденты в последнее время случаются нередко, говорит министр Алмазбек Бишеналиев. Это говорит об отсутствии воспитания. Воспитание в первую очередь получают в семье, а потом уже в школе. В данном случае ученица назвала учителя кличкой, это перебор, но несмотря на это, педагог должна была провести работу совместно с родителями девочки и администрацией школы. То есть вот я лично, мое мнение, я вижу в этом заявлении смещение акцента. То есть он смещает вину с учительницы на девочку, и более того, не столько на нее, сколько на ее родителей. Ну, в целом он дает нам понять, всем родителям Кыргызстана, сигнал, что в первую очередь этим должны заниматься вы. Вот у меня теперь по этому поводу вопрос. Наши родители Кыргызстана, Кыргызстан очень неблагополучная, да, страна по сравнению со многими другими странами, и родители Кыргызстана, зачастую наши родители, тратят все свое время на то, чтобы зарабатывать деньги, чтобы кормить детей и одевать детей, и отводить их каким-то образом в школу. Это в лучшем случае. В худшем случае дети вообще не видят своих родителей. И министр, он понимает, он адекватно оценивает вообще ситуацию, в которой сейчас находятся родители Кыргызстана, или неадекватно. У меня такой вопрос к нему в первую очередь. Ну, вот сейчас интересно послушать ваше мнение. Да, ну, это же такая извечный спор, да, и извечные претензии школы к семье, а семьи к школе. То есть как бы это не в первый раз, и удивительно, что Бишеналиев, ну, будучи таким человеком нового поколения, современным, образованным человеком, он как-то так вот очень примитивно рассуждает об этой проблеме. Ну, может быть, это была какая-то первая реакция, потому что я бы, наверное, хотела бы услышать от него другое, да, что они эту ситуацию изучат, вообще в целом эту проблему он говорит изучат, об этом. обсудят, он говорил об этом, да? Да, что изучат. будет усилена, там, воспитательная работа будет усилена. Но у меня опять вопрос по этому поводу. Почему у нас, вот в кавычках, усиливают воспитательную работу, когда происходит инцидент? У нас Министерство образования – это система, которая занимается образованием и воспитанием детей? Или это пожарная часть, которая прилетает на очередной пожар и тушит его? Ну, знаете, понимаете, здесь же, это же такая, это же, я бы сказала, нельзя вот так вот просто переукладывать все на Министерство образования, да? У нее же свой функционал, это прежде всего организация, контроль, и вот так вот все перекладывать на них и говорить, вот вы должны все это, вот с чего вы начали. Есть ли здесь еще и ответственность семьи? Да? Ну, конечно, я думаю, что однозначно. Назгуль уже давно занимается этими проблемами, я думаю, она лучше знает, как обстоит. Если говорить конкретно про данный случай и про комментарии министра, я хотела сказать, что в целом в любой ситуации, какая бы ситуация ни была, какие бы мотивы ни были, в любой ситуации я буду за ребенка. Почему? Потому что взрослый человек, он уже морально зрелый, он силен как психологически, так и физически, да, и это первый аргумент. Второй аргумент, в мандате функциональных обязанностях учителя нет такой нормы, что он имеет право воспитывать детей через насильственные методы, да, то есть применять побои, насилие, оскорбления. Поэтому здесь я ни одного взрослого, какая бы ситуация ни была, никогда оправдывать не буду, я буду всегда за ребенка. Теперь такой вопрос, если говорить про семью, в данной ситуации я полностью поддерживаю девочку. И, значит, хочу отметить, вы знаете, что произошло? Когда в городе, значит, в Аламединском районе тоже учительница побила ребенка, и через некоторое время ее Министерство образования восстановило, да, это предыдущий министр снова восстановил ее в должности, насколько я помню,
то вот тут, знаете, она съехала, вот эта, значит, черта, вот эта линия ответственности, то есть съехала, и все получили такой посыл, что, наверное, оказывается, можно побить ребенка и при этом остаться, скажем, без привлечения к ответственности. И после этого случая, заметьте, сразу произошел следующий случай, да, то есть повторили случай, когда со стороны учителей подняли руку в отношении ребенка. И здесь вот данный случай, он тоже, так как не было, по предыдущим случаям не было урока, никто урока не извлек, когда учителя восстановили, а в Детоуском районе не привлекли к ответственности, да, преподавателя или там директор школы был, надо уточнить, то, конечно, вот тут она съехала грань, что, оказывается, значит, был создан прецедент, что после избиения ребенка, оказывается, можно оставаться на своей должности, это ничего не будет. Вот здесь ценность, что ребенок является особо такой важной ценностью для страны, как это говорит, закрепляет Конституция, она съехала. Это первый момент. Второй момент, если говорить то, что министр выражает свою беспокойность по вопросам того, что семья сегодня отошла от того, что перестала воспитывать детей, я здесь соглашусь в какой части, что на сегодня из-за того, что у нас нет рабочих мест в стране, действительно очень много детей остались без родителей, значит, остались как бы сиротами без родителей, да, то есть они их не видят, они уехали, оставили, соответственно, они не получают должного воспитания. Но что я хочу сказать, что для того, чтобы эту ситуацию исправить, как это исправили другие страны, например, Республика Молдова, точно такая же страна с кризисной ситуацией, как и у нас, но у нее точно такая же страна, где очень много мигрантов, но они взяли ситуацию под контроль. Каким образом? Они стали помогать родителям, то есть они стали на местах создавать службы по поддержке семьи и детей, где есть, значит, если семья находится в трудной жизненной ситуации. Мы со своей стороны тоже уже очень много раз говорим, что стране нужно принять новую редакцию Кодекса о детях, которая находится в парламенте, и она прям затормозилась, да, там идет огромное сопротивление, почему-то ее не хотят принимать, и в ней заложен как раз-таки механизм, что в стране должны быть созданы 700 социальных работников, которые будут организованы службы по поддержке семьи и защите детей. Мы уже говорим, в Кыргызстане уже нужно помогать семьям. Все, у нас семьи практически настолько, они, знаете, настолько изнемождены, вот всеми обязательствами, трудностями, и дети настолько нуждаются в особой заботе, что если мы этого не будем делать, то, как вы все сами видите, каждый день мы получаем новости о том, что либо ребенок погиб, либо ребенок стал жертвой насилия. Поэтому в этой части на сегодня родителям Кыргызстана нужна поддержка со стороны государства именно в виде вот данных социальных служб. Вот кроме вот другого, скажем, да, другого выхода вот из сложившейся ситуации я на сегодня не вижу, потому что наша организация работает тем, что мы ежедневно помогаем семьям, и хочу сказать, что к нам поступает очень много семей, которые уже даже деградированы родители, они не только не выполняют свои функциональные обязанности, они становятся уже быть опасными, да, то есть уже внутри семьи даже происходит насилие. Поэтому здесь процесс должен быть двусторонний. Так как на уровне села у нас школа является самым главным государственным объектом, который реализует все политики, да, то есть он работает с детьми, значит и с семьей, то школа здесь должна нести основную нагрузку в части воспитания детей, а также в части выстраивания доверительных отношений с семьей. А вместо этого, как вы видите, на сегодня доверять родители школам? Нет, потому что наоборот с каждым днем идет, скажем, они отдаляются от школы, нет доверия. Почему? Потому что задача такой, то есть Министерство образования должна поставить такую задачу, что каждый директор школы, директор каждой школы, он должен выстроить уважительные, доброжелательные отношения с родителями, соответственно, с детьми. Все вы знаете, вот Гайыпкулова, да, Капара Гайыпкулова школа в Баткенской области, вот это конец страны, да, практически на границе. Он выстроил настолько дружелюбную атмосферу школу, он школу открыл, школу родителей, да, материнскую школу. У него нет ни одного случая, да, когда был бы инцидент или, скажем, неуважительное отношение к ребенку. И, пожалуйста, прекрасные результаты. Все выпускники этой школы, они поступают не только в Кыргызстан на учебу, но и за пределы нашей страны. Поэтому, когда говорят, что школам тяжело,
это не совсем, это больше, знаете, это просто нет желания, скажем, работать с детьми и работать с родителями. Все, я бы не сказала, что в Кыргызстане прям совсем сложная ситуация, так что прям ничего невозможно сделать. Слава богу, у нас ситуация намного лучше, чем в других, да, странах, как мы сейчас наблюдаем. Просто нужна политическая воля, желание и ежедневная работа. Каждый день ставить задачу, да, создать доброжелательную атмосферу в отношении каждого ребенка. Все. Другой задачи у школы не должно быть. Да, я вас внимательно слушал, Назгуль. У меня такая мысль. Вот вы говорите, была принята прекрасная программа «Школа без насилия». Был принят план, который 3 года не выполняется, с ваших слов. Нет, План он по еще не защите принят. детей. Он не принят, этот план. Он не принят. У меня вопрос здесь к Кларе. Как к человеку, который близок к политической элите Кыргызстана. Мы вот сейчас говорим, обсуждаем, что есть прекрасный план. Ну, пусть он не принят, да. Все эти инструменты есть. Назгуль сказала, что они уже переданы в Министерство образования. Инструменты, которые нужно внедрять в каждой школе, и эти инструменты позволят избежать вот этих ситуаций. У меня вопрос, а почему вот эти программы не выполняются? К вам, как У нас человеку, много, который очень близок к много. политической У нас ситуации. И очень есть ли много. смысл принимать эти программы? Вот сейчас Назгуль говорит, надо вносить изменения там, в Кодекс о детях. Есть ли Знаете, у смысл нас принимать, замечательный если это кодекс о не детях. реализуется? У нас замечательный кодекс о детях. У нас очень много различных программ. И у нас очень много донорских, и в том числе и государственных средств уходит в сферу образования, причем на протяжении очень длительного времени. У нас в законе об образовании четко написано, что каждый ученик имеет право на уважение своей чести и достоинства, каждый учитель имеет право на защиту своей чести и достоинства. Да? То есть это все красиво прописано, но реальных механизмов, вот чтобы это были не просто красивые слова, да, чтобы это было все реализовано, даже без всяких программ. Элементарные какие-то механизмы, их можно разработать нормативно, можно разработать в рамках Министерства образования. Вот заметьте, сегодня мать девочки рассказывает, что она узнала об этом инциденте от соседки. Дочь, сам ребенок, матери об этом инциденте не стал рассказывать. Мы говорим о доверии школы и семьи, а у нас проблема доверия детей и родителей, да? То есть ребенок пострадал в этом конфликте, но при этом почему у него нет вот этой необходимости поделиться, рассказать об этом родителям и получить какую-то защиту? То есть фактически, получается, он эту защиту не рассчитывает на эту защиту ни в школе, ни в семье. То есть это такие вопросы, о которых должен задуматься, наверное, каждый из нас. Как родитель должен задуматься, да? Как педагог, как учитель. По поводу вопроса, очень важный тут поднял один из наших зрителей, поднял очень важную тему, вот пишет пользователь Facebook Мурат Бегимкулов. О чем вы? Мы ведь учились при Союзе без всяких этих ваших инструментов и программ. Просто запретите сотовые телефоны во время уроков, и все. Не нужно изобретать велосипед. Ну вот вся проблема в том, что люди не понимают. Вот видите, вот вся проблема именно в этом и заключается, что мы абсолютно не понимаем, что мир меняется, и сегодня дети совершенно другие. Вот я сравниваю свое воспитание и себя со своими детьми, и я знаю, что они живут в другом мире. Они живут в другом мире. И, естественно, у них и мировоззрение другое, и ощущение другое. И ничего удивительного в том нет, что они сегодня готовы вот таким вот способом. Если мы не можем создать нормальный механизм защиты их прав в школе, когда они знают и уверены, да, что любое насилие, любое оскорбление со стороны учителя не останется без внимания, и он будет защищен, они будут реагировать именно вот таким агрессивным способом. А вот представьте, если бы этот механизм был ученик бы, он знал бы, да, он может обратиться куда там, в какой-то совет там, да. Ну, я не думаю, что это был бы педсовет. У меня вопрос. В этой истории есть еще один персонаж, о котором никто не говорит и никто не обсуждает его действия. Это ученик или ученица, которая снимала на свой телефон весь этот инцидент. И потом... И ученица, которая показала большой палец, да, типа, отлично, что снимаешь.
кстати. Нет, это как бы это вопрос воспитания и все остальное. Меня интересует вот действие вот этого человека маленького, который снял это на видео. Понятно, что перед ним разворачивается очень интересная сцена, хайповая сцена. Он это снимает на видео, выкладывает это видео где-то в социальной сети или пересылает по мессенджеру. То есть откуда-то это источник этой информации, которую мы получили. Вот этот человек, он правильно сделал, правильно поступил или нет? Ваше мнение? Вот я хотела сказать, вот первое, знаете, уточнить, почему девочка не сказала маме сразу. Выясняется, что у нее мама больна сахарным диабетом, а папа уже несколько раз перенес инсульт. И девочка боялась потревожить и не сделать, то есть она в части того, чтобы уберечь родителей от вот этой нагрузки. Вот она маленькая, но уже понимает все эти последствия. По поводу телефона хочу сказать, вот всем слушателям и все, кто слушает, смотрит, хочу объяснить, что по идее в целях безопасности, согласно стандартам по созданию безопасного пространства ребенка в школе, вообще где бы он ни находился, везде должны быть камеры, видеокамеры должны быть. То есть в данном случае из-за того, что нет видеокамер в школе, как раз-таки происходит вот это насилие, это, то есть получается... Подождите, Назгуль. Угу. Подождите, видеокамера ведь не спасет. Даже если будет стоять видеокамера, у нас сейчас во всех судах стоят видеокамеры. Это ничего не дает. Также будут стоять эти видеокамеры в классах, и это тоже ничего не даст. Мы ведь, я еще раз повторяю, эти инциденты, эти избиения каждый день, скорее всего, происходят. Да. В наших школах. По поводу телефонов. Нет, Дмитрий, вы говорили про стандарты. Никто это видео никто не увидит. Эту камеру, которая стоит в классе, ее никто отсматривать не будет, запись урока. Это другой вопрос, Дмитрий. По идее, должны смотреть, и благодаря тому, что была видеокамера, мы смогли защитить ребенка вот в частном детском саде, где его запирали в темную комнату. Не Просто было видеокамеры, проблема была поднята. Тогда проблема была поднята, и тогда подняли видеокамеру, и все. А здесь ребенок ничего не сказал родителям. И я ее совершенно понимаю, эту девочку, потому что у нее родители больны, она боится их как-то потревожить. У этой девочки очень сильный стержень, это видно. И она как бы оценила эту ситуацию. По поводу телефона, извините, вы сказали, что правильно ли поступил ребенок. Я считаю, что ребенок поступил правильно. И все дети должны снимать и выкладывать в социальные сети, если они становятся свидетелями насилия. Они таким образом выражают свое, как бы, они таким образом просят помощи. Защищаются. Да, это своеобразная защита. То есть это естественная реакция. Как они должны были, если они, понимаете, если тут даже вопрос о соразмерности, они очень маленькие, они не могут, они даже не могли ее остановить физически. То есть что она может делать в данной ситуации? Она хотя бы, у нее хватило, так скажем, да, смекалки заснять это и, значит, выложить в социальные сети. То есть получается, таким образом она выразила свой протест подростка. Это очень нормальная реакция. Так должны поступать все дети. Представьте, если бы вот этого не было бы. Тут учительница же била девочку не для того, чтобы попасть в социальные сети. Поэтому это все произошло, вот ситуативная реакция была, и она была правильной, Дмитрий. Я с Назгулей соглашусь в той части, что видеокамеры нужны. То есть, если была бы возможность, видеокамеры нужно просто поставить в каждом классе. Во-первых, это с одной стороны, для мониторинга, ну, здесь нельзя проводить параллели с судебными процессами, судебными залами, потому что, я думаю, это хорошо так будет воспитывать, во-первых, педагога, он знает, что идет запись, мне кажется, это неплохо, то есть просмотреть записи, да, обсудить методику преподавания, насколько добросовестно учитель выполняет свои обязанности. Я думаю, это очень хорошее было бы решение проблемы. Это будет в определенной степени воспитывать как учеников, так и учителей. Как в качестве какой-то превенции я бы, например, это приветствовала бы и поддерживала бы. Угу. А сегодня в условиях, вот, реалиях Кыргызстана, Дмитрий, когда у нас нет гарантии, что учитель тебя не будет домогаться, не будет бить, не будет оскорблять тебя, то есть в условиях Кыргызстана как раз-таки записи на телефон являются эффективным механизмом для предупреждения вот такого издевательства. Я считаю, что если взрослые не могут себя держать в руках, не могут защитить, то подросткам остается себя защищать таким образом.
Если мы абстрагируемся от этой ситуации и какие-то другие ситуации рассмотрим, менее тяжелые, так скажем, но когда дети действительно позволяют себе наглеть по отношению к учителю. Ведь с этим учителя складываются постоянно. Мы это читали сегодня в комментариях, в том числе учителя писали. И вот к нашему эфиру тоже пишет, видимо, учитель. Несколько комментариев от него таких, что как бы, с укором на то, что ученики сами себя ведут так, что не мудрено, да, так скажем. Как быть Ну, то есть учителем, провоцируют, да? Вы хотите сказать, да, что ученики... Но, Дмитрий, я хочу сказать, дети на каком уроке, у какого учителя себя провоцируют? Ведь это подростки, надо понимать психологию, значит, возрастную психологию подростков. Это дети, у которых идет, так скажем, да, гормональное такое, другое гормональное состояние, да, и они максималисты, им сложнее, чем взрослым, удерживать свое эмоциональное состояние. Естественно, если они видят, что учитель ведет урок неинтересно, если они видят, что они просто уйдет пустое времяпровождение, если учитель ведет себя так, что он не вызывает уважения и доверия, естественно, подростки так себя будут вести. И обратно же, если учитель ведет интересный урок, если учитель, значит, у него получается выстроить дружественные отношения, доверительные с учениками, я вас хочу уверить, что никогда такие дети не позволят себе издеваться над учителем. У меня опыт работы не только такими детьми. Мы работаем с детьми, которые имеют конфликт или контакт с законом. Дети, которые употребляют наркотики, спиртные напитки, по 5 лет, по несколько лет в школу не ходят, там, совершают какие-то мелкие кражи. Таких детей нам удается в нашей организации реабилитировать. Когда я вижу, что учителя не могут справиться с обычными детьми, с обычных семей, я удивляюсь, что нужно сделать такое, чтобы ученик мог так неуважительно относиться к учителю. Если мы справляемся с детьми, которые вот на улице жили, да, там сбегали, то есть мы смогли их реабилитировать, у нас есть доказательства, они сейчас ходят в школу, да, у них восстановились отношения с родителями. Поэтому, когда говорят, что трудно работать с детьми, дети плохие, я с этим не согласна, всегда виноват будет взрослый человек, который не смог выстроить соответствующую работу. Конечно, бывают исключения, когда, скажем, когда в семье действительно такая, знаете, дезориентация уже, когда они совсем уже, скажем, ребенок не управляем, но ребенок не управляем бывает тоже в тех случаях, когда есть уже вопросы, там, скажем, знаете, нужна уже коррекция такого другого, да, психиатрического плана, да, там, когда уже ребенок не может себя держать в руках, это другая история. Но таких детей единицы. В большей массе детям сегодня в школе неинтересно, уроки неинтересные, учителя не готовятся, они приходят и по шаблону преподают старыми методами. Вот и все. Ну вот мы опять выходим на проблему профессиональной подготовки, правильно? Как у нас в стране готовят учителей. И вот последнее повышение зарплат, которому все рукоплескали, все приветствовали, да, конечно, я считаю, что и считала всегда, что зарплата учителя должна быть одной из самых высоких в стране, но при этом учитель же должен соответствовать этой зарплате. Мы повышаем зарплату, но при этом мы не повышаем требования к учителю. То есть я думаю, что необходимо четкие критерии разработать и требовать, чтобы, если ты хочешь получать высокую зарплату, да, мы тебе еще надбавим, но у тебя должны быть соответствующие навыки работы. И вот сегодня говорят, вот не хватает этому человеку опыта. Знаете, я уверена, что очень многие опытные учителя, которые там, ну, может быть, 30-40 лет в школе проработали, да, они сегодня не приспособлены к современной школе. То есть сегодня абсолютно должны быть другие навыки, кроме какого-то там такого классического педагогического мастерства. И элементарно образовательная реформа в Грузии. Да, в первую очередь подняли зарплату учителям, но при этом выставили такие высокие требования к учителям. И сейчас у них самые престижные факультеты – это педагогические факультеты. То есть подняли имидж учителя, повысили статус учителя. И сегодня заслуженная эта профессия, она стала пользоваться спросом. То есть это такие проблемы, о которых, я думаю, что мы все совместно должны рассуждать и принимать какие-то общие решения.
Вы все равно не отвечаете на вопрос, что делать учителю. Учителю, который подвергается прессингу со стороны ну да, учеников. кстати, смотрите. Ведь в этих ситуациях, Да. это же Какому? типичная ситуация для многих школ. Когда Какому учителю? учитель, у которого нет опыта, да, но ведь это данность, ну такие учителя, им тоже надо как-то жить, и им тоже нужно как-то помогать. Если их хейтят ученики, если их преследуют, куда обращаться учителю? Что ему делать? Я Есть хочу школьный сказать... психолог, который помогает детям. Нет, подождите. Но в наших А есть Школьные школах школьный его нет. психологи... психолог, который Подождите, поможет коллеги. учителю. Школьные психологи – это вообще не панацея. Социальные педагоги тоже не панацея. Здесь я считаю, что Министерство образования, во-первых, должно признать, что со своей стороны они, скажем, упустили систему повышения квалификации учителей именно в части выстраивания взаимоотношений с подростками, с учениками. Это как проблему нужно признать и выработать по отношению нее план работы, меры и работы. Это здесь, я не вижу ничего сложного. Обозначается проблема, признается ее серьезность, слабые стороны, садятся, ведь все ресурсы у Министерства образования есть, правильно? Армия людей, которые хотят помочь Министерству образования. Садиться, разработать и внести. И, кстати, я хочу сказать, что нужно вносить, вот сейчас идет, скажем, большая дискуссия вокруг закона об образовании. Действительно, закон об образовании тоже нужно его обновлять, его надо менять и приводить в соответствие с международными стандартами. То есть сейчас то, что происходит, это последствия того, что у нас все настолько устарело, что все рассыпается. Поэтому в первую очередь надо менять закон об образовании и параллельно надо работать над повышением квалификации учителей. Не просто старыми догматическими какими-то приемами, да, которые уже не работают, а работать так, чтобы вот приглашать подростков и спрашивать, да, как детям бы понравилось, если бы с ними учитель работает. То есть сегодня у детей надо спрашивать. Все, что делаем для детей, оно должно разрабатываться с участием самих детей. То есть мир уже изменился, он не будет уже прежним. Поэтому хотят учителя или не хотят, да, то есть признавать это, меняться, но им нужно меняться. И при этом я согласна, что нужно сохранить, да, так все мечтают о том, что вот надо учителя уважать. Я согласна, но учителя сегодня ученик уважает только в том случае, и родитель, если он несет какую-то ценность. Если уроки, которые ведут, они ценные, содержательные, интересные. Тут вообще... Нет, это все в идеале, конечно, это все в идеале, это все хорошо, но никогда нельзя исключать определенные ситуации. Разные бывают ситуации. Я категорически против того, чтобы к учителю относились. Вот знаете, вот многие там пишут, учитель это призвание, учитель вот он всегда, вот он должен вот помнить о том, что это его призвание, что он учитель, да, учитель прежде всего. Вот вы же здесь говорите там, в Фейсбуке там пишут, да, это не учитель, это чудовище, это обыкновенный человек, обыкновенный человек. И разные бывают ситуации. У учителя тоже есть семья, есть дети, и могут быть какие-нибудь личные неприятности. И это все, даже если вот он все умеет, все знает, все инструкции и все законы соблюдает, да никто не может гарантировать, что учитель не окажется в сложной конфликтной ситуации и потеряет над собой контроль. Никто не может гарантировать. Поэтому в первую очередь мы всегда должны воздержаться вот от такой категоричности, да, что вот все, вот виноват только учитель, все. Каждая ситуация может иметь свои определенные нюансы. Иногда мы доводим людей до такого состояния, что доходит же до суицида. Вот этот учитель начальных классов на Рыне, да, который из-за этого диплома довели до такого состояния, что она просто пошла и повесилась. И, кстати, и резонанса прям такого сильного не было. Я все специально следила, сколыхнет это как-то общество или нет, да? То есть все равно какое-то отношение бережное должно быть, и учитель всегда тоже, как и ученик, должен понимать и должен знать, что ситуации разберутся и примут справедливое решение, и что у него, у учителя, тоже есть какая-то защита. Понимаете? А вот так вот односторонне, вот в этом смысле я с Назгуль не соглашусь, что вот только категорично
учитель, все. Ситуации разные бывают. Очень Нет, разные бывают хорошо. Мы ситуации. обсуждаем, Дмитрий, вот когда я обсуждаем хотела эту сказать, ситуацию, категорично хорошо, но ведь есть и другие ситуации. Я еще раз возвращаю. Более мягкие, там, где учитель не поднимает руку на ребенка. Более того, учитель, бывают такие ситуации, когда учитель все это терпит, все это несет в себе, все это переживает внутри себя, Мгм. Я презрение понимаю, учеников, понимаю. Мгм. насмешки там и прочее, вот этот прессинг, и ничего не Дмитрий, я, предпринимает, и в итоге это я, да, заканчивается я тем, что там поняла. инсульт, инфаркт и прочее. Мгм. Или Дмитрий, срывается у себя вот, дома там на своих да. домочадцев. Дмитрий, смотрите, если смотреть новозеландский опыт, да, не буду говорить европейский опыт, да, новозеландский, который более такой приблизительно подходит к нашей стране, культура, да, ну и европейский тоже можно привести пример, что, как правило, когда возникает конфликтная ситуация в школе, то они вызывают службу по медиации. То есть возник конфликт, то есть автоматически у них уже отработано, что они не будут выяснять отношения, вызывают коллег, вызывают сотрудников службы по медиации, и этот конфликт уже переводится в поле переговоров и выяснения отношений на другом уровне. То есть там действительно проясняют позиции, а был ли конфликт и можно ли по-другому решить. Поэтому я считаю, что у нас в Кыргызстане нужно культивировать вот эту культуру, продвигать, что когда возникают конфликты, не только, вот, понимаете, школа, почему много внимания к школе, потому что это как бы сегодня там много на ней замыкается, да, дети там находятся, там много людей работает, а в целом в любом коллективе, где собираются там больше 2-3 людей, да, то есть, как правило, внедрять эту культуру, чтобы прибегали к службам по медиации. Вот, хочу сказать, в своей практике мы очень, месяц где-то решаем 5-6 конфликтов в школе, которые до СМИ мы не доводим, к нам обращаются, там бывают разные случаи, кроме насилия, конечно, но были такие конфликтные ситуации, да, когда учитель оскорблял там ребенка там, или, скажем, придирался к нему, и между родителями и учителями были такие эскалации конфликтов. Хочу сказать, каждый месяц наша организация по 4-5 конфликтов мы решаем через медиацию, но только тех, да, не было, скажем, насилия физического. Во-первых, в этой ситуации очень важно понять, чтобы нужно как бы стремиться к тому, чтобы взрослый человек раскаялся, вот реально раскаялся о том, что он, скажем, поступил неправильно. И после этого потом идет, скажем, разрешение ситуации таким намного быстрее. А так, если каждый будет стоять на своей стороне, родители на своей, там, учителя на своей стороне, там, дети на своей стороне, эскалация конфликта, она может просто как бы разрастаться. Поэтому вот мы уже работаем не первый год, и очень много конфликтов нам удается разрешать, и очень благополучно, и эти школы потом, им нравятся, они начинают у нас уже учиться, как это можно вот, как бы решить этот вопрос без, скажем, без привлечения СМИ, без эскалации на высоком уровне. Поэтому уже переход, культура уже перехода есть, она нужна, особенно для Кыргызстана, которая мы как бы затронуты, да, частыми какими-то стрессовыми ситуациями. Это как бы такой навык, который должен быть у каждого человека. Это как выживание, да, то есть для того, чтобы себя защитить от следующей эскалации конфликта. Клара, Это такой культура. вопрос. Клара, такой вопрос к вам, как к юристу, наверное. Что делать сейчас с этой учительницей? Ну, я же в самом начале сказала, что здесь как бы юридическая оценка, она однозначная. Она однозначная. Это факт правонарушения, это нарушение закона. Плюс еще зависит от тяжести увечий, да. Ну, с учетом сегодняшней информации, скорее всего, возможно, экспертиза поставит средней тяжести, то есть здесь уже и мама девочки сказала, что да, мы вначале простили, но теперь пусть все решается по закону. Если все будет решаться по закону, естественно, она будет привлечена к уголовной ответственности и понесет наказание. Понесет наказание. Второй вопрос к вам же, следующий вопрос к вам же. Что делать другим учителям, которые боятся оказаться в этой ситуации или как им получить помощь? Чисто вот с юридической точки зрения. Как быть учителям,
у которых очень тяжелое положение в классе, в школе и так далее. Какую помощь они могут получить? Ну, я думаю, каждый учитель из этой ситуации должен извлечь соответствующий урок, и, возможно, если у них есть такая конфликтная ситуация, да, наверное, есть смысл как-то обсудить это в коллективе и поднять этот вопрос, что вот есть такие ученики, с которыми я как учитель справиться не могу, да, то есть заранее принять, вот как пока нет каких-то масштабных, да, мер, хотя бы обезопасить себя на этот случай. То же самое касается учеников. Я считаю, то же самое касается каждого ученика. Каждый ученик, каждый родитель сегодня должен поработать со своим ребенком и сказать, есть какие-нибудь факты там, да, или какая-то угроза, риски со стороны учителей. То есть каждый из нас должен своего ребенка спросить, обижают тебя в школе или нет. Я и до этого говорила, из каждого такого инцидента мы должны извлечь еще и собственные уроки. Дмитрий, я бы сказала, что должно Министерство образования делать? То есть проблема, она все. Ну, пока Министерство образования раскачается еще несколько лет. Да. То есть пока Министерство образования раскачается, эта тема уже упадет. Через 3 дня мы эту тему уже обсуждать не будем. Нет, Дмитрий, это проблема, это вам так кажется. Нет. Дмитрий, это вам кажется, что проблема, она вот как бы исчезнет. На самом деле... Нет, проблема не исчезнет как раз. Проблема останется. Нет, проблема не исчезнет. Поэтому я говорю о том, что необходимо Министерству образования. Во-первых, провести диагностику каждой школы. Провести диагностику, поставить перед собой задачу и заняться этим. То есть понять, что пока этого не сделают, это просто все остальное бесполезно. Ну это сколько? 2500 школ? Это столько времени понадобится на такую диагностику? Это самоорганизоваться. Механизм, как сделать, это другой вопрос, да, допустим. А в целом поставить себе такую задачу, что сделать диагностику в каждой школе, это очень важно. И после этого выработать меры, которые они сами, они убедятся, что до тех пор, пока они не обучат учителей правам ребенка и не научат учеников и родителей, дальше позитивного прогресса не будет. И очень важно, чтобы поставить задачу, что сегодня школа, она сама задохнется перед этими трудностями, если они не выстроят доброжелательные отношения, доверительные с родителями. Сегодня самый главный партнер у школы, у Министерства образования, это родители. То есть они должны выстраивать доверительные отношения, спрашивать у родителей, ведь родители все проблемы знают, спрашивают, что не устраивать в школе, как нам дальше быть, как нам не допускать вот такой ситуации, которая у нас сегодня есть. И я хочу сказать, только через, скажем, объединение таких усилий школы смогут выбраться из кризиса, потому что иного пути нету, только переговоры и объединение усилий. Школы сами в одностороннем порядке не справятся, потому что мы все понимаем, все равно ученики в руках власти, учителей, школы, это все равно хотим мы того или нет, все равно у школы есть власть, и она доминирует, она является доминирующей таким, да, организацией. И в этой ситуации надо уже немножко баланс пересмотреть, систему сдержек, противовесов пересмотреть, и уже идти на переговоры. Другого выхода я, допустим, не вижу, что министерство не справится само. Можно же принять какие-то экстренные меры, Назгуль, например, телефон горячей линии организовать, да, если ребенок не может дома сказать, не может в школе сказать. Он же есть, но дело в том, что, понимаете, у нас... он есть, но значит недостаточно о нем люди знают. Нет, и там другая проблема. Там другая проблема, Клара. Там, понимаете, там дети не привыкли, у нас в культуре нет привычки, да, как на автомате, позвонить и попросить помощь. Это, кажется, очень сложно детей и взрослых научить просто позвонить на телефон доверия и пожаловаться, да, и получить квалифицированную помощь и решить эту проблему. Телефон доверия есть Министерство образования, да? Нет, в районных отделах. Нет. Это телефон доверия, они неэффективны, потому что... Почему они не работают? Потому что неэффективны. Они эффективны, потому что стандарты телефонов доверия, они не приведены в соответствие, да, это там есть целая система. Есть телефон доверия... Назгуль, давайте еще вернемся к экстренным мерам, то, о чем говорит Клара Суранкулова. Помимо телефона доверия, вы все время говорите о системной какой-то работе. Это прекрасно, это правильно, но нужны экстренные меры.
Я согласен с Кларой. Какие экстренные меры могут быть, кроме телефона доверия? Вот экстренные меры конкретно в данной школе. Для того, чтобы, скажем, этот конфликт был исчерпан, да, во-первых, все дети, которые стали свидетелями вот этого насилия, они все являются точно так же, как эта девочка, жертвой насилия, то есть лицо, пострадавшее от насилия. Они все должны пройти реабилитацию. В этой школе необходимо до тех пор, пока вот не пройдет, скажем, оценка не будет дана вот этим действиям, да, и вся школа как бы не придет к тому, что как из нее выходить и реабилитироваться, и они должны уже принять решение, что больше такого не повторится. То есть вот за ней сейчас будут наблюдать все соседние школы, в том числе же, и вся страна. То есть вот эту работу они должны делать. А в целом в части экстренности хочу сказать, что, как я ранее до этого говорила, то есть нужно организовать диагностику, надо исследование провести, делать анонимное анкетирование. А сколько еще таких детей, точно так же, как эта девочка, подвергаются оскорблениям, насилию и избиениям? Ну и, возможно, нужен какой-то циркуляр со стороны министерства, чтобы в каждой школе провели широкое такое родительское, может быть, да, собрание, ну, вместе с родителями, школа вместе с родителями провели какое-то широкое собрание, где бы откровенно обсудили вопрос взаимоотношений педагога и ученика. То есть здесь нужен какой-то диалог. Мы все время идем по пути конфронтации и конфликта. Мы даже вот в соцсетях, мы сегодня весь день занимались тем, что мы вот этот конфликт обостряли. Понимаете, у нас получилось два врага, учитель и ученик. И вот мы весь день мы вот этот, нагнетали этот конфликт. Ну, наверное, нужен диалог, потому что нам без школы, без педагога никуда, правильно? Все-таки главное лицо в системе образования и в школе это учитель. Это учитель. И поэтому нужен диалог, и, наверное, этот диалог нужно организовать. И сегодня Министерство образования и общество мы должны вот именно над этим диалогом поработать, посмотреть. Пусть будет откровенный разговор, пусть поговорят. Давайте хотя бы, может быть, с этого начать, да? Вклинюсь в ваш разговор и задам еще один важный вопрос от нашего зрителя. Ее зовут Рита Карасартова, вы ее знаете хорошо. Пишет она вот что. В Германии ответственность за проступки наступает с раннего возраста. Рассказывала чиновник о своих детях и говорила, что ее сына в 10-летнем возрасте признали виновным за то, что он украл из магазина какой-то диск. Ходил 30 дней подметать общественные места. Ребенок с детства понимает, что ответственность за содеянное будет обязательно. У меня два вопроса к вам в этой связи. Начнем с Клары Сурункуловой. Первый вопрос. Нужно ли вводить ответственность для детей, пусть какую-то минимальную, в виде общественных работ, или там постоять в углу, в конце концов, что-то такое. И нужно ли вводить ответственность для родителей, потому что об этом также писал один из наших зрителей выше, что в Лондоне штрафуют родителей. Великобритании, как он говорит. Ну, не знаю, правда или нет, но вопрос есть, вопрос сформулирован. Нужно ли наказывать детей каким-то образом в малой степени, чтобы они понимали свою ответственность, и нужно ли наказывать родителей? Не, ну, понимаете, у нас деликтоспособность, она наступает с 14 лет, это по гражданско-правовой ответственности, а уголовно-правовая ответственность в зависимости от тяжести преступления может наступить и раньше, да, по-моему, с 12 лет, если я не ошибаюсь. Ну, естественно, ребенка не наказывает, а применяет к нему меры воспитательного воздействия, то, что называется исправительно-воспитательные или воспитательно-исправительные колонии для детей. Но то, что говорит Рита, что с 10 лет, с этим, я с этим не согласна. Но у нас эта ответственность, она сегодня есть. Это не означает, что ребенок до 18 лет может творить все, что угодно. Детей привлекают к ответственности. Не сколько к ответственности, сколько именно к воспитанию. Ну, в идеале так считается, но опять-таки не знаем. К сожалению, я не обладаю такой информацией, какое количество детей из этих колоний, из воспитательных колоний, реально выходят нормальными людьми, воспитанными, нормальными людьми. Понимаете, мы вот куда ни глянем, у нас все равно мы приходим и заходим в тупик, который все равно упирается в целом во всю эту систему. Ну, говорить о том, что у нас нету вот этой ранней ответственности, она есть, она есть. Ну, по поводу ответственности, она у нас есть, и
она как бы соответствующая. Но опять же, если наказывать ребенка, вот при нынешней ситуации, да, вот скажем, допустим, ученик что-то совершил в школе, Ну, смотрите, вот я учился в советской школе. Смотрите, я учился в советской школе. Там было, например, такое наказание, что тебя не принимают в пионеры. И это нас так воспитывали тогда, так это вбивали в головы, что это считалось постыдным, да, что твои сверстники уже пионеры. У меня был случай, я сам из дома сбежал именно в том классе, когда нужно было в пионеры принимать. И меня не приняли в пионеры. Ну, я сбежал на один день, потом как бы вернулся. Я хотел стать пиратом со своим другом. И нас не приняли в пионеры сразу. И как бы это было наказание для нас. Но и в советской школе ведь тоже были наказания. Причем мои родители мне рассказывали, которые учились там во времена после сталинские, что там вообще с линейкой ходил учитель и по рукам бил. Ну, я не ностальгирую по советской школе. Нет, совершенно без ностальгии. Совершенно без ностальгии. Просто видите, все время мы говорим, что наше новое поколение, сейчас такие ученики пошли, что вот это, то есть 8. В нашем детстве такого не было. Я хочу сказать, у нас на сегодня инспектора по делам несовершеннолетних могут поставить на учет ребенка, который совершает какие-то там поступки, да, проступки, и если там что-то сломал, там злостный такой, да, если он нарушитель, да, порядка, то его ставят на учет. То есть и это не шутки для ребенка, которого поставили на учет в милицию. Это не шутки, это очень постыдно, и это очень, скажем, такая моральное такое порицание, очень такое довольно-таки тяжелое. Стоять на учете в милиции, да, на учете ЕДН, это, скажем, это очень такая репутационно такое очень, очень важно для ребенка не стоять, да, там. Если он попал на учет милиции, это практически для них это как будто он чуть ли не осужден, чуть ли не срок получил, да, у них такое как бы ощущение. И милиционеры ставят на учет, они ведут мониторинг, и то есть на сегодня... Нет, здесь вот важно системную вещь понимать. Вот сегодня тоже все пишут, ой, а меня тоже учителя били, и ничего, я вырос нормальным человеком. Это вот все люди моего поколения, бывшие советские люди, да, или кто там старше меня, те, кто прошел советскую школу. Советская школа готовила подданного тоталитарного государства, понимаете? А мы сегодня должны готовить гражданина демократического государства, члена свободного общества. И в этом очень большая разница. То есть целеполагание советской школы и современной школы – это абсолютно разные вещи. И, соответственно, да, и стандарты образования должны быть другие, и методики должны быть другие. Просто, Дмитрий, у меня как бы работа такая, да, что ко мне поступают уже жертвы насилия. И был случай, когда к нам поступил ученик, учитель, у него было кольцо, и он регулярно за то, что он был медлительный, да, он подходил и его по голове бил. В результате образовалась гематома, и родители запустили. Там были большие осложнения, да, со здоровьем у ребенка. То есть другой случай был, что учитель регулярно бил ребенку по уху. И он оглох, у него ухо перестало слышать, он очень, плохо стало слышать, то есть ухо было травмировано. Другой учитель регулярно бил ребенка рейкой по колену, да, и ученик ничего не говорил родителям. А в результате он чуть не лишился ноги. То есть вот как мы можем, когда я говорю, что очень важно, чтобы ни один ребенок не пострадал от насилия, я вижу сразу последствия, да, если упускать, то оно может обратиться там, скажем, самыми такими необратимыми последствиями могут быть. Просто здоровье ребенка настолько хрупко, что удар, который выдержит взрослый, он тяжело переносит ребенок, то есть я про это. Поэтому каждый раз я говорю, я буду стоять на стороне ребенка. Я просто видела, знаете, я видела во Франции, как там учителя обучают детей
которые там приходят в 12 лет, это дети мигрантов, не знают ни одной буквы, не знают ни одной нормы поведения, да, как нужно себя вести, и имеют уже большой опыт, допустим, да, там, краш, там, вести себя вести асоциальный образ жизни, вы знаете, они через определенное, за короткое время из них делают конфеток. И тогда я удивлялась, говорю, боже, говорю, почему, говорю, здесь, в стране, говорю, могут, да, из них сделать конфеток, да, а почему при нашей системе, когда у нас дети все равно более-менее организованы, из таких образованных семей, мы из них делаем лиц, которые совершают преступления. То есть все равно здесь пробел как раз-таки в подходе и в желании заниматься, скажем, детьми. Просто надо быть ребенкоориентированным, да, ребенкоцентрированный подход должен быть. Вот, ну, опыт у меня такой, что я миллион раз, сколько я работала с детьми, все дети, которые у меня были в приюте и которых я воспитывала, вы знаете, они снова возвращаются. Ни разу у меня не было, скажем, срыва. Вот представляете, я с теплотрассы собирала детей. С теплотрассы собирала детей, приводила, мыла, воспитывала, и ни разу у меня не было срыва, да, который, там, скажем, настолько был гиперактивный, там, настолько был там неуправляемый. Ни разу не было срыва. То есть это был просто вопрос, все-таки с детьми, Дмитрий, наверное, да, все-таки должны все-таки работать люди, которым эта работа нравится. Ну, это, как, скажем, опять снова скажете, как идеал, но нам к этому нужно стремиться. Просто к этому, если не стремиться, то у нас будет все время, знаете, оговорки, а вот как быть, а что делать, вот. И, соответственно, Министерство образования должно создавать такие условия, да, как вот Клара сказала, что повышать заработную плату настолько, мотивацию делать настолько, чтобы действительно приходили хотя бы как минимум люди такие с профессиональным поведением, чтобы они хотя бы не допускали, скажем, и не допускали поведения ниже стандартов. Да, мотивация, чтобы действительно работали учителям, которым нравится эта работа, стремились, желали там. У нас осталось совсем мало времени, и я бы хотел, чтобы такую подытоживающую часть сделала Клара Сурамкулова. Возвращаясь опять же к вашей идее о необходимости принятия каких-то экстренных мер уже сейчас, и системных мер в обозримом будущем в виде нескольких лет, может быть, к вам пришли какие-то в голову мысли за последние 5-10 минут? Какие экстренные меры должны предпринять сейчас власти Кыргызстана, исполнительная власть? Не только Министерство образования, может быть, но и другие органы. Ну, не знаю, честно сказать, чтобы... Ну, то, что я сказала, да, я думаю, что видите, важно в чем организовать дело? диалог. Я еще раз вернусь к тому, Да. что вот 3 дня пройдет, и мы эту проблему забудем. И все ее Забудем, забудут. пока очередной раз Пока кто-то не очередной раз заснимет. Да, кто-то, не да, по заснимет. голове не даст. Да, Не не заснимет, заснимет да. на камеру, а такие факты, скорее всего, будут дальше продолжаться. И мне просто кажется, что экстренные меры, да, на то у нас есть Министерство образования, и давайте действительно подумаем, и вместо того, чтобы сейчас там кого-то обвинять, вот каждый, кто смотрит эту передачу, каждый, кого тронул этот конфликт, пусть тоже подумает, а что можно сделать, чтобы исправить ситуацию, да? Но я думаю, что вот то, что так вот категорично, вот сегодня, вот то, что и Назгуль тоже так категорично к учителю подходит, и мне кажется, надо немножко осмыслить, что мы вообще сделали с профессией учителя и вообще с учителем. Что мы сделали? Мы за все эти 30 лет мы просто уронили его статус ниже плинтуса. Ну и сегодня Назгуль обвиняет в этом только учителей. Разве только учителя в этом виноваты? В этом виноваты мы все, в этом виновато государство, в этом виновато общество. И поэтому, учитывая все эти факторы, немножко, мне кажется, даже не немножко, а просто давайте будем гуманнее, давайте вот не будем вот так вот видеть только вот одна сторона, вся черная и белая, да. И просто хочу, пользуясь вашим эфиром, призвать людей быть добрее, мягче, гуманнее, справедливее и немножко критически относиться к любой ситуации, думать о том, не о том, кто виноват, да,
а о том, как это все исправить и как это не повторить. Вот. Дмитрий, я хотела сказать, что да, согласна, что гуманизма и доброты нам не хватает в нашей стране во всех аспектах, но опять же гуманизм и доброта – это явление, которое возможно только в условиях порядка, да? То есть порядок в школе должен быть. Система оценки, мониторинга, он должен быть на постоянной основе. Все, что не мониторится, все, что не поддается контролю, оно вытекает, да, то есть оно вытекает из рук, оно там будет хаос и будет беспорядок. Поэтому систему мониторинга и оценки в школе надо проводить, значит, соответственно, да, границы, скажем, дозволенного. Ну и, конечно, ценности. Ценности, без этого мы никуда. И вот еще хочу обратить ваше внимание, Дмитрий, давно я об этом говорила, если вы помните, Сузакский район, он очень часто всплывает у нас как значит, район такой, значит, который не подконтролен государственным каким-то, скажем, мерам. Если помните, значит, в Сузаке погибла девочка, если помните, в Сузаке еще раз погибла девочка, значит, если помните, колеса, да, женщина шинами, это опять Сузак, вот этот случай опять Сузак. Если в целом, если набрать, вот в течение 3 лет, как вот на моей памяти, как я помню, да, 4 лет, Сузак практически в год по несколько раз он всплывает. И это, знаете, то, что один раз случается, это хорошо понятно. Ну ладно, 2. Но когда это регулярно, пока нужна помощь. Вот все эти ситуации, о чем они говорят? Это крик, это сигнал о помощи, что им нужно туда не простые меры, как обычные для всех, да, а туда, я считаю, что необходимо, должна выехать целая комиссия мониторинговая, да, рабочая, не за один день, который будет, знаете, 2-3 недели прям сидеть, изучать все аспекты, то есть всю вот эту безопасность, посмотреть, почему, что является источником того, что там, скажем, происходит на регулярной основе разные виды насилия. И ребенок, и ученик, и малолетний ребенок там погибший, там, значит, пожалуйста, женщина с колесом, ну и другие виды, да. Поэтому я считаю, что именно в Сузакском районе нужно провести хорошую оценку мониторинговую, мониторинг нужно сделать и, соответственно, сделать такие же выводы. Хочу сказать, у нас такая ситуация в Сокулуке. Вот в Кыргызстане есть 2 района, которые вызывают очень много беспокойства. Это Сокулукский район и Сузакский район. Вот в этих 2 районах на регулярной основе у нас происходят некие события. Да, То есть есть какие-то исследования и статистика, да, по регионам? Пока статистика пока есть какая-то, да? Да, пока вот, скажем, предварительные мои наблюдения, но как специалист, который занимаюсь, скажем, мониторингом соблюдения прав человека, то я вижу, что вот эти 2 района, они очень такие, знаете, взрывоопасные, и в первую очередь это затрагивает положение уязвимых групп населения. Это уже под контролем. Ну и значит, и статистику надо вести, чтобы выявлять наиболее неблагополучные местности, территории, регионы, видимо, да. Да, спасибо, Назгуль, Клара. Сегодня мы обсуждали эту очень важную тему для Кыргызстана, которая... Да, и надо было учителей позвать. Учителя надо было позвать, Дмитрий. А вы же у нас учительница. Нет, Клара, я не учитель, это абсолютно другое. Преподаватель высшей школы, как бы института и университета, это другое, это не учитель. Это гораздо проще и легче. Когда думал про эту тему, я обратил внимание большое на то, что она учительница начальных классов, а преподавала в средних классах, и что ее этому не учили, возможно. Но на самом деле вот весь наш разговор, очень хороший получился разговор. И действительно, мы пришли к выводу, что куда ни посмотри, везде какой-то тупик, везде есть проблема нерешенная и нерешаемая годами во всех сферах, во всех аспектах этой проблемы, да. И в этой проблеме, к сожалению, общество заняло позицию болельщиков. То, что я заметил еще, что общество и в Фейсбуке заняло позицию болельщиков. И начали кто-то болеть за учительницу, кто-то за девочку. А проблема же не в них, проблемы эти везде возникают, во всех школах их очень много. И здесь несколько сторон этих проблем. Это и учителя, и родители, и директора школ, и государство, и милиция.
и со всех сторон есть что-то нерешенное. Поэтому, ну, остается что сделать? Пожелать только нашим властям и попросить их, чтобы они наконец начали решать, и чтобы эта проблема через 3 дня не затихла. Надо работать, Дмитрий, просто надо вот с утра до вечера заниматься вот прямыми своими... Как мы общественно работаем сутками. Мы практически сутками работаем. Там, где мы работаем, у нас везде, как бы, у нас получается почему-то. И у нас нету такого, скажем, да, нежелания там не помогать. Мы продолжаем, и просто я вижу, что нужно работать и все. И самое главное, я хочу сказать, Дмитрий, что у нас, когда сокращают штатные единицы, в первую очередь сокращают именно, значит, специалистов, работающих по детям. Сокращение пошло, кого в первую очередь сократили? Министерство социального развития, а там большая часть специалистов, которые работают именно с семьями. И что теперь? Вот сейчас у них специалисты настолько перезагружены, что как они будут выполнять всю эту нагрузку, а нагрузка растет. То есть мы все с вами понимаем, дальше лучше не будет. Во всем мире сейчас дальше лучше не будет, ситуация будет ухудшаться. Но при сокращенном аппарате разве это возможно будет сделать? Нет, конечно же. Поэтому сегодня, мне кажется, на местах каждый активист, каждый глава местного самоуправления, мэры должны понимать, что не надо им ждать ничего. Просто брать, значит, лопаты, ну, это, скажем так, условно говорю, выстраивать план работы и каждый на своем участке просто отвоевывать безопасную территорию для, прежде всего, детей и для, значит, уязвимых групп населения. Другого выхода нету. Чем больше мы говорим, тем больше проблем вы достаете. Если мы будем продолжать этот разговор дальше, то мы не остановимся. Да, кстати, мы еще и не знаем же, какие нормативы, нагрузки. Ой, извиняюсь. Дмитрий, я просто знаю правду, и я уже несколько раз, вот за последние 2 недели, каждый день говорю, что у нас резко пошло увеличение детей, которые страдают от насилия, и деградация общественности как бы налицо, и я уже поняла, что дальше будет хуже. То есть мы сейчас вот думаем, как работать, не как, получается, как в мирное время мы обычно работали, сейчас уже все, вот эта ситуация такая критическая. Это не спокойная ситуация, и очень тревожно, на самом деле очень тревожно, и мы планировали как бы, да, что мы будем немножко заниматься вот сейчас развитием, да, вот планировали, но мы все свое время только тем занимаемся, что реагируем на то, что уже случилось. То есть уже спасаешь того, кто пострадал от насилия, нежели там, допустим, мы хотели там заниматься профилактикой. Это нехороший показатель, и я не знаю, как наши коллеги, специалисты по защите детей на местах справляются, но мне кажется, им очень-очень тяжело. Вот они очень сильно выгорают, и если не увеличивать, скажем, количество социальных работников, работающих по детям, это как минимум. И если не пересматривать работу со школами, да, то есть, мне кажется, вот уже осенью, мне кажется, да, когда дети вернутся в школу, сентябрь, октябрь, ноябрь, уже это опять все всплывет, и я очень переживаю прям, что будут не очень хорошие, как бы, прогноз не очень хороший. Я на этом закончу наш разговор. Хорошо. Спасибо большое. Я закончу его призывом к нашему гражданскому обществу. Вам спасибо. К нашему гражданскому обществу попросить не занимать позицию судей в этой ситуации, не осуждать кого-то и палачей, не занимать позицию болельщиков и выяснять, кто прав, кто виноват, а требовать от исполнительной власти Кыргызстана решения всех тех проблем, того вороха проблем, которые мы обсудили сегодня. Спасибо вам большое за разговор. К сожалению, нам, скорее всего, придется встретиться снова здесь в таком же составе и обсудить, к сожалению, очередной случай издевательства над детьми. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Всего всем хорошего. До свидания.